Традиционная весенняя встреча собрала вместе крымских татар Киева. Праздник прошел в Музее национальной архитектуры и быта Украины Пирогова. Здесь можно было послушать народные песни и музыку, принять участие в мастер-классах по традиционным крымско-татарским ремеслам. И самое главное – поддержать друг друга вдали от родной земли. Крымские татары, жившие в Киеве давно и оказавшиеся здесь после оккупации Крыма, собираются вместе на живописной поляне в Музее архитектуры и быта Украины Пирогова. Тут все круто, много соотечественников, крутые танцы, крутые песни, отличная атмосфера. Что еще нужно? Люди отмечают, что в условиях, когда многие оказались вдали от родной земли, такие встречи, хоть ненадолго, но дают возможность почувствовать себя дома. Мы можем познакомить детей и с нашими артистами, и с родными песнями, где они это могут услышать. Такие мероприятия дают нам и возможность встретиться, и возможность пообщаться, и возможность просто детям окунуться опять в свою культуру. Это дает возможность нам сохранить свою культуру, не потерять свою идентичность. Это очень важное мероприятие, на мой взгляд. На сцене танцевальные коллективы и знаменитые артисты Фими Мустафаев, Ленара Османова и Ильзара Баталова. Под ее песни народ пускается в пляс. Народная инструментальная музыка звучит в исполнении Джемиля Карикова и его музыкантов. Рядом со сценой мастер-классы по традиционным крымско-татарским ремеслам – гончарному, вышивке и филиграни. Еще одной особенностью именно работы нашей команды здесь сегодня является то, что мы представляем именно хорошую, правильную реконструкцию наших традиций, которая просто через года передается из поколения в поколение. Мастерица Лиана Велиляева делает эскиз будущего орнамента, чтобы желающие потом могли сами вышить узор золотом. Сейчас нужно вот эту затянуть нитку, потому что она очень видна, а нам нужно, чтобы она была незаметной. Евелина Асанова плетет узоры из медной проволоки. Она переняла мастерство филиграни у своего знаменитого дедушки Айдера Асанова. Это очень тонкая работа. Вот здесь продемонстрированы первые работы, которые сделаны в Киеве. Это несколько видов проволоки. Все от начала до конца делается вручную. Вот эти цветочки, из них потом сережки будут, можно посмотреть? Да, цветочки это один из традиционных и чаще всего изготавливаемых элементов. Они присутствуют и в поясах, и сережки, и браслеты. Самая большая очередь – керамисту Рустему Скибину. У него можно сделать блюдце на память. Вот. При этом движении у нас открытая форма получается. У Райана очень хорошо получается. Молодец. Рисовать будем? You want it right inside of it with the stick? No. No? Окей. All right, get a piece of cardboard. Мы знакомим с традицией, с ремеслом, с культурой крымских татар. Это первое окунание в ремесло, знакомство с самим материалом, с ремесленными традициями, через которые происходит самоидентификация народа. Завершились гуляния национальной борьбой куреш. Первое место награждается Шаипов Ислам. Поздравляем! Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.